Добрый вечер. Это программа «Якутия в деталях». Меня зовут Ирина Ефимова. Ни для кого не секрет, что транспортная доступность нашей республики осложнена множеством факторов. Это и наша огромная территория, где по земле порой добраться из точки А в точку Б просто невозможно. Надо добавлять изюминку и наш климат. И для того, чтобы помочь решить хотя бы часть из множества проблем якутян, в 2003 году правительством республики было принято решение о создании национального авиаперевозчика. Так появилась авиакомпания «Якутия», призванная обеспечить региональное, федеральное и даже зарубежное воздушное сообщение. Задача амбициозная, но при этом, как оказалось, выполнимая. И с моим сегодняшним гостем, генеральным директором авиакомпании «Якутия» Владимиром Николаевым, сегодня поговорим в деталях о том, как сложилась судьба компании, какие задачи перед ней сегодня стоят, что авиакомпания «Якутия» предлагает своим клиентам, ну и какие планы по развитию. Добрый вечер, Владимир Рудольфович. Добрый вечер. Давайте начнем вообще с рейсов в Казань. Потому что ну вот буквально на днях я лично в WhatsApp увидела, да, что есть возможность улететь из Якутска в Казань, потом вернуться обратно. Я так понимаю, это с федеральным Сабантуем связано. Да, правительством Республики Саха-Якутия в этом году было проведено, ну и диаспорой Республики Татарстан было принято решение о проведении Сабантуя на территории нашей местности Усть-Хатын. В связи с этим руководство Республики Татарстан попросило организовать рейс с доставкой делегации республики. Мы пошли навстречу, и в начале июня мы планируем выполнение 2 рейсов для доставки делегаций. При этом у нас получается 2 пустых перегона, которые мы решили предложить жителям республики для посещения города Казани. Так что я призываю всех жителей республики, нашего города. То есть замечательная, как говорится, такая возможность посетить один из самых красивых городов России. Следите за информацией на сайте авиакомпании. Очень прошу доверять только официальным источникам. То есть у нас есть 2 канала официальных. Это страница ВКонтакте авиакомпании «Якутия», также в Телеграме. Билет сколько стоит? Не могу вам сказать. Хорошо, давайте погрузимся в историю. Я раз начала с образования авиакомпании. Есть ли отличия между целями и задачами, которые 20 лет назад стояли, да, больше 20 лет назад при ее создании, и какие сейчас стоят задачи? На самом деле цели и задачи остаются те же самые. Это обеспечение транспортной доступности населения. Это и безопасность полетов в приоритете. Но, к сожалению, решение вот этих задач, конечно, сильно очень изменились. То есть внесли коррективы последние события. Очень мы испытываем определенные трудности сейчас именно с ценами на детали импортных самолетов, доставкой. Но я вам сразу хочу официально заявить, что мы эти проблемы решаем. Единственное, что, еще раз говорю, финансовая нагрузка возросла маленечко, и плюс еще логистика доставки. Ну, то есть жители республики, наверное, на себе тоже ощутили веяние вот этих вот событий. То есть у каждого, допустим, есть свой автомобиль импортного производства. То есть сейчас они могут примерно представить, как это происходит. Доставка и ценообразование, да, но тут здесь надо, как говорится, просто умножить там в 1000 раз, ну, соответственно. Я хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире, и задать вопрос моему гостю можно, позвонив в студию по номеру 841 12 42 14 39 или отправить сообщение в Телеграм на номер 8 914 235 0502. А как решается проблема по поиску сотрудников? Есть вообще такая проблема? На самом деле, да, именно в поиске сотрудников в связи с тем, что, к сожалению, парки
вернее, провозные емкости, парки, есть большие трудности у авиакомпаний именно в расширении парков своих парков. Значит, ну, в принципе, сейчас, к сожалению, идет такая вот, знаете, ситуация, что выпускникам летных училищ, а также выпускникам технических училищ очень сложно устроиться на работу. Ну, обычно в авиации это все такое, знаете, синусоидально, ну, именно в плане устройства на работу развивалось. Я сам в 95-м году пришел с летного училища, не было возможности устроиться. То есть я сначала работал на земле. То есть наоборот, не то, что у вас кадровый голод и не хватает Это везде, во всех специалистов. авиакомпаниях, да. Но, к сожалению, большие авиакомпании, не к сожалению, к счастью, большие авиакомпании, крупные игроки, они решают эти проблемы. Вот. Мы, к сожалению, не можем удовлетворить спрос большинства выпускников. Ну, это как, наверное, всегда было, да, что о небе мечтают. Да, и до если сих пор многие- гипотетически да, так рассуждать, и если бы сейчас не было бы санкционной политики против нас, мы бы развивали парк, увеличивали, мы бы, конечно, с радостью бы брали молодежь на работу. Но при этом существует проблема, вернее, не проблема. Я призываю, кто хочет связать с небом, у нас в авиакомпании открыта вакансия на прием в службу бортпроводников. Если вы желаете начать с этого путь в авиации, мы приглашаем. Знаю очень много случаев, работая в другой авиакомпании, что бывшие бортпроводники потом переучивались и становились пилотами. Заканчивали летное училище. А к бортпроводникам какие требования? Вот не так давно, вот просто был в связи с этим трендом на бодипозитив там и так далее, да, был на слуху о том, что, ну вот если раньше эти требования по там, весу, росту, они были нормальные, приемлемые, то теперь чуть ли не запретили авиакомпаниям ограничивать там рост и вес. Да, ну на самом бортпроводников. деле, вы знаете, в нашей авиакомпании таких строгих требований по большому счету нет. Основное требование, которое мы предъявляем к соискателям, это, конечно, здоровье. Здоровье, к сожалению, молодого поколения сейчас оставляет желать лучшего в большинстве случаев. И при наборе, допустим, ну, я гипотетически тоже так вот условно, при 100 человек кандидатов медкомиссию проходит, к сожалению, в лучшем случае 1/3. То есть первое требование – это здоровье. Да, коммуникабельность. То есть при отборе проводится интервьюирование кандидатов. Ну, по собеседованию. Да. Ну, конечно, Здоровье и собеседование. Здоровье, умение коммутировать с людьми, ну и, соответственно, конечно, предпочтение образованию какому-то. Знание языков приветствуется. У нас есть звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Житель города Якутска Константин. Значит, у меня вопрос. В летнее время, значит, по маршруту Якутск, депутатский Якутск, будет ли увеличиваться рейс? К сожалению, при разработке частоты рейсов и направлений у нас происходит в зимний период, то есть в предшествующем, как говорится, сезоне года. Да? То есть мы зимой рассматривали... То есть Количество рейсов. Да, количество рейсов, исходя из спроса, исходя из наших возможностей. К сожалению, возможности наши не позволяют сейчас увеличить количество рейсов в данном направлении. Давайте затронем тему авиастроения. Ну, вот 90-е годы, потом санкции. Давайте кратко расскажем, как получилось так, что часть самолетов оказалась за пределами страны, как выходили из этой ситуации, и что у нас сегодня с отечественным авиастроением, на что ставите? Вопрос очень интересный. К сожалению, как раз накануне специальной военной операции у нас происходил обмен самолетов, то есть возвращение части самолетов лизингодателю по причине окончания договора лизинга.
И взамен этот же самый лизингодатель должен был передать такое же количество воздушных судов нашей авиакомпании. 2 из 3 самолетов, которые мы должны были получить, уже были полностью готовы к передаче нашей авиакомпании. Даже были уже в ливрее нашей авиакомпании. Но, к сожалению, вот вмешалась большая политика, и у нас эти самолеты остались за рубежом. Да, мы понимаем, что мы приняли это, мы ввели определенные коррективы в своем расписании. Вот. Про отечественный авиапром. Этим вопросом я очень плотно занимался до назначения, мне было это интересно. Сейчас уже в должности генерального директора я участвовал во многих совещаниях на уровне Минпромторга, значит, Росавиации, с участием ГТЛК, директора на очень высоком уровне. К сожалению, сейчас я прокомментировать ситуацию в авиастроении, именно в российском, не буду этого делать, ввиду определенных причин. Но скажу, что правительство Российской Федерации курирует и плотно занимается этим вопросом. Одна из проблем, которую я могу озвучить, это нехватка все-таки персоналов. То есть молодежь не идет на авиазаводы. Ага, то есть В силу каких-то причин своих. Летать все хотят, а самолеты делать не все хотят. Да. Ну, к сожалению, видите, как сложилось. И могу сказать такой тоже факт очень интересный, что когда в 90-е годы, значит, вы знаете, у нас было засилье определенных и посаженцев на определенные посты ключевые, ввиду там политики некоторых политиков. Огромный саратовский авиазавод был, вы знаете, что доводили до банкротства, что, знаете, когда саратовский авиазавод, то есть обанкротили, мало того, что, значит, специальные обученные люди провели не демонтаж завода, а провели, значит, как говорится, привели в негодность, не разрушая здание сборочного цеха, что даже находиться в этом здании очень опасно. То есть для того, чтобы сейчас восстановить вот этот завод, то есть его надо доразобрать до основания и построить заново. А это, вы понимаете, очень огромных денег. Плюс именно вот специалисты, которые были, они уже разошлись в другие отрасли. А подготовить даже простого слесаря, который будет собирать самолеты, это очень сложно. На То есть самом деле. сохранить не удалось, а нужно строить заново, сейчас, это да, долго. разрушить долго и ли дорого. там, может быть, тоже предположить там за 3 года, а восстановить сейчас, вы сами понимаете. Вот. Ну, по Казанскому авиазаводу сейчас я хочу сказать, что вот Республика Татарстан очень хорошо взялась за решение вопроса. То есть завод модернизируется, то есть нам доложили, что он уже в принципе на конечной стадии. Значит, закуплено оборудование, которое тоже очень сложное, но опять-таки нехватка персонала сказывается, то есть в кадрах. То есть инженеров не хватает, да? Да, Это вообще в целом тренд в стране да, такой, нам что представили, нет инженеров. да, нам представили модельный ряд с тактико-техническими данными самолетов, которые сейчас в разработке, готовятся. У нас есть планы, мы их готовим для того, чтобы увеличить парк. Мы понимаем, что на грабли второй раз мы не хотим наступать, и мы делаем перекос сейчас в получении отечественной авиатехники. Ну, пока мы обозначились, то, что я могу сказать, это именно нам интересен Ту-214 и Суперджет Нью. А вот бортпроводники, которых вы сейчас будете набирать, вы их сами обучаете или отправляете куда-то? Нет, мы учим их в учебных центрах, которые расположены в городе Москве, на базе той же самой школы Аэрофлота. Там есть, насколько я знаю, Нордвинд. То есть на То есть этих на базах, отправляете да, учиться? да.
А проверки самолетов перед выходом, ну это же все вот, как бы безопасность, да? Да, да, безусловно. Я вам хочу сказать, что проверки у нас проходят перед каждым вылетом и по прилету воздушного судна. То есть это не подумайте, что это делает только один авиационно-технический персонал. То есть авиационные специалисты, именно технический состав наш, обязательно он проверяет основные системы, то есть проводит там заправку самолета. Также в этом участвует еще и кабинный экипаж, который проводит инспекцию внутреннюю салона, состояние его, контролирует уборку, проверку основных систем внутренних, это как туалет, туалетные комнаты, освещение, громкоговорящей связи, на самом деле тоже очень важно. Также и пилоты. То есть внутри есть специальные процедуры. Пилот приходит минимум за полчаса до вылета на борт воздушного судна, проводит. У нас есть проверку еще один систем. звонок. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Я являюсь пассажиром авиакомпании «Якутия», довольно часто пользуюсь услугами этой компании. И очень много задержек и отмен переносов рейсов у этой авиакомпании, а в последнее время нельзя стало застраховать себя на случай отмены и переноса рейса. Почему так произошло и будет ли этот решен вопрос, как раньше? Спасибо за вопрос. Хочу вам сказать, что, скорее всего, у вас устаревшая информация. Да, у нас бывают сбои, но, опять-таки, связанные с обеспечением безопасности полетов. Также погода нам вносит какие-то коррективы. Могу сказать вам, что авиакомпания «Якутия» с начала года показывает регулярность 92% из 100%. Да, были у нас такие моменты, что были сбои, длительные задержки. Мы пересмотрели свою политику, мы пересмотрели расписание. Я не совсем с вами согласен. Также по страховке. К сожалению, авиакомпания «Якутия» не занимается страхованием. Для этого есть специальные организации. Но если человек хочет застраховаться, есть какая-то организация, которая может застраховать на... При покупке, скорее всего, зритель имеет в виду, что он не может застраховаться от этого на сайте авиакомпании, скорее всего, при покупке билетов. Потому что у вас внутренние свои нет страховой. Нет, у нас, к сожалению, эта проблема больше в стороне именно возможностей программного обеспечения. Просто вам сайт нужно новый сделать. Да, при этом есть определенные трудности, но мы работаем в этом направлении. Я себя считаю таким прогрессивным в этом направлении. То есть у меня есть понимание, у нас есть очень хорошие специалисты именно в IT-сфере, с которыми мы сейчас пытаемся. Вы не подумайте, что это будет единомоментно, да? Постепенно мы идем к этому. А у вас еще мобильное приложение ведь появилось для смартфонов. Да. Вы вот тоже прям у себя разрабатывали? Я сейчас... Нет, совместно. Но я еще раз говорю, сейчас мы взяли... я держу под контролем именно клиентоориентированность. Это мне очень важно. Не мне, это авиакомпания, очень важно. Все-таки мы пытаемся сейчас больше коммутировать посредством нашего телеграм-канала и ВК. Если вы хотите получать более актуальную информацию о нашей деятельности, я прошу вас, подписывайтесь. Для обратной связи мы открыли комментарии в ВК. Пожалуйста. То есть можно туда... Мы мониторим, да, обязательно. Отвечаете? Отвечаете? Да. Но вот приложение запустили, вы его тоже как рекламируете. Там можно спокойно купить билет, ведь это же удобно. Да, если есть какие-то замечания, мы будем готовы с радостью выслушать. Но еще раз говорю, что вы поймите правильно, да, это все пилотный проект. То есть, возможно, какие-то проблемы, неудобства. Мы ждем от вас обратной связи. Будет доработка? Да, по возможности мы будем дорабатывать, улучшать. Не могу не спросить про ценообразование. От чего зависит цена билета? Да? Понятно, что там топливо,
обслуживание, сезон, ну вот кто, как он вообще, тариф формируется? Да, еще раз говорю, что мы, значит, зимой, если брать летний период, мы используем статистические данные внутренние, мы мониторим именно цены, ну не хочется говорить Конкурентов? конкурентов, да, будем говорить коллег авиакомпании. Мы примерно изучаем спрос, и этим занимается у нас отдел коммерческий отдел. Мгм. Но понятно, что вам приходится, ну вот на направлении там Якутск-Москва, допустим, Якутск-Петербург, вам приходится конкурировать Да. с федеральными авиакомпаниями. Вот, то есть на их цены вы тоже смотрите, при том, как... Да, да, но при этом хочу сказать, что львиную долю именно цены на билеты, это больше 35% составляет стоимость топлива. Ну, это Топливо, не к львиная доля, сожалению, но очень, существенная да, доля. очень сильно скачет и, к сожалению, не всегда в низкую сторону. Также все остальные затраты наши мы учитываем, это лизинговые платежи. Сразу хочу сказать, что на что люди обычно обращают внимание, да, это вот зарплата работников авиакомпании составляет там в пределах 3% всего лишь от стоимости билета. Все остальное на поддержание летной годности, обеспечение, оплата аэропортовых сборов, оплата метеообеспечения и ОРВД, ну, управление воздушным движением. Не, но тем не менее у авиакомпании Якутия, как и у других авиакомпаний, бывают скидки, чего мы всегда ждем. Вот, ждем, любим, бывает там в честь 8 марта, в честь 23 февраля, сейчас вот очень ждем в честь ИСЭХа, что не будет, нет, когда ближайшего ждать? Ну, еще раз. Когда, я понимаю, что нужно следить за вашими соцсетями и сайтом, но примерно в какое время следить? Ну, если вы следите за нашими новостями, то как бы должны понимать, мы основные наши такие скидки, мы все-таки как сказать, к федеральным праздникам привязываем. Ага. Ну вы же национальный перевозчик. Ну, У нас главный национальный когда наш праздник ИСЭХ будет ИСЭХ. общегосударственным, мы обязательно подумаем. А какие планы по объединению с другими авиакомпаниями или сотрудничеству с «Авророй»? Ну, сейчас мы прорабатываем такие вот, как сказать, программу использования продажи код-шер с авиакомпанией UTR. У нас идут переговоры. Также мы планируем пока в стадии разработки тоже код-шера, использование код-шера с авиакомпанией Аэрофлот. Что такое код-шер? Код-шер – это продажа мест на другой авиакомпании. То есть человек покупает билет авиакомпании «Якутия». Мы, как авиакомпания, выкупаем какое-то количество мест на другой авиакомпании. И человек по этому билету авиакомпании «Якутия» летит на самолете, допустим, UTR по определенным направлениям. Не обязательно это будет направление, которое выполняет авиакомпания «Якутия». То есть человек гипотетически, купив билет, минеральные воды, по код-шеру может долететь на самолете авиакомпании «Якутия» до Москвы с этим же билетом трансферным, сесть в самолет UTR и перелететь какие-нибудь минеральные воды, то есть по их сети. При этом направлении мы будем обговаривать с авиакомпанией UTR. По дальневосточной авиакомпании это больше, знаете, вот именно взаимодействие. Это наш партнер. То есть мы также на наших воздушных судах летаем по билетам «Авроры», которые продаются на сайте именно авиакомпании «Аврора». То есть нас иногда спрашивают о том, что мы не можем билет купить, хотя мы видим в расписании, что есть вылет авиакомпании «Якутия» из Якутска в Хабаровск, но билетов нет. Мы всегда говорим, что, ребята, покупайте билет на сайте авиакомпании «Аврора». Ну и да, и взаимодействие больше связано, не скорее всего, я еще раз скажу, что взаимодействие связано именно с получением дальневосточной субсидии. Да, мы занимаем, значит, в сети единой дальневосточной авиакомпании 31% перевозок выполняем.
Ну вот давайте про субсидии тогда, раз уж вы заговорили, расскажите про субсидированные авиаперевозки, для кого они предусмотрены, как и где их можно купить, оформить. Да, ну, значит, распоряжением Владимира Владимировича Путина в этом году с 1 января, вы знаете, очень большие скидки для детей до 5-12 лет. С 5 до 12. Да. Также существует федеральная субсидия по перевозке пассажиров по субсидированным тарифам до 23 лет. И для женщин с 55 лет и старше, и для мужчин от 60 и старше. Также существует у нас дальневосточная субсидия ДВФО. Как раз в основном львиную долю мы выполняем как раз по рейсам «Авроры», по этим субсидиям. Также существует у нас внутрирегиональная, то есть для жителей арктических улусов. К сожалению, сейчас, вот именно сейчас опять-таки про программное обеспечение, связанное именно с удобством продаж. К сожалению, в онлайне мы сейчас можем продавать только субсидии для жителей арктических улусов. То есть они с дома могут купить субсидированный билет, прилететь в Якутск. Еще раз подчеркну, что это именно внутрирегиональная субсидия. То есть по этому билету невозможно улететь в Москву. По другим билетам мы, как авиакомпания, участвовали до апреля месяца в эксперименте по продажи субсидированных билетов в центральную часть России. К сожалению, это связано, опять-таки, с сохранением данных пассажиров, то есть интерлайн вот этих вот данных. То есть должна быть защита определенная, да, данных и так далее. Сейчас проходит обработку результатов этого эксперимента на федеральном уровне. И я надеюсь, что в ближайшем будущем все жители республики смогут купить билет субсидированный, не уходя из дома. К сожалению, да, сейчас я дополню, что остальные субсидированные билеты можно приобрести только в кассе. Я хочу напомнить номер телефона 8 41 12 42 14 39 и номер мессенджера в Telegram 8 914 235 05 02. И вот тут есть уже вопросы от зрителей. Региональные самолеты Ан-24 и Ан-26 морально и технически устали. Летать страшно, но в РФ выпускают, собирают самолет замену Ил-114. Будет ли Якутия использовать данный вид самолетов? Хороший вопрос. Мне такой встречный вопрос, почему страшно летать на Ан-24 и на Ан-26. На самом деле, очень даже хороший самолет. Вы не подумайте, что авиакомпании эксплуатируют самолеты по состоянию, вот как автомобиль. То есть летают на нем, пока он может летать. Нет. Самолет проходит периодические технические осмотры, обязательные, через определенное количество времени. То есть никто не выпустит самолет, если у нас есть какие-то сомнения или есть какие-то замечания. Безопасность прежде всего. Само собой, да. Второе. По Ил-114. Опять вы меня вынуждаете говорить какие-то моменты, о которых мы как бы, не хочется их распространять, потому что такая, знаете, чтобы люди могут это все, к сожалению, перевернуть и добавить там красок таких. Ну, думаете вы про это? Хотя бы. Значит, да, мы думаем об этом, но, к сожалению, на данном этапе Ил-114 не подходит под использование на наших северных аэродромах. У него есть очень сильные ограничения по температурам использования. Также низко расположенные винты композитные, тоже мы видим в этом риски определенные для полетов на гравийные полосы. Вот. Да, идет сейчас модернизация аэропортов республики, очень хорошая, нам очень нравится, да? Но использование, то есть этот самолет, он предназначен для полетов все-таки на твердые поверхности, то есть такие вот как Алекминск, Вилюйск, Нейрингри, все остальное, понимаете. Ага, понятно. Хорошо, тогда Но вот... при этом все это будет дорабатываться. То есть, да, я встречался с представителями ОКБ,
разговаривал там на площадках форумов и так далее. Они говорят, да, мы будем дорабатывать. Хорошо, у нас уже не так много времени остается. Вопросов много. Вот льготные билеты, субсидии и льготы. Это между ними есть вообще разница? Нету. Нету. То есть это все равно все направлено на льготную часть населения. Ага. То есть- И тут вопрос от зрителя тоже в Телеграме. Почему в Санкт-Петербург только один рейс? И вот у меня тоже вдогонку вопрос, как вообще формируется список городов, куда выполняются рейсы? То есть вы запросы смотрите? Да. Мы как? запрашиваем слоты для того, чтобы попасть в окошечко, чтобы нас обслужили. То есть аэропорт тоже имеет какие-то объемы, которые он может обслужить. Для нашего зрителя хочу сказать, что мы планируем увеличить частоту рейсов Петербург? в Санкт-Петербург. Частота будет у нас 3 раза в неделю. При этом Ого. один рейс будет проходить через Екатеринбург. О, а когда это будет? Это мы смотрим в зимнее расписание. То есть летнее расписание уже сформировано, то есть мы работаем. Вот. А на зимнее расписание переходит когда? В октябре. В октябре. Ну, то есть, возможно, в октябре появится. Да. Почему возможно? Невозможно, а уже появится, точно появится. Это очень хорошая новость. Очень много разговоров еще про багаж, про норму его провозки. Да, значит, на внутренних рейсах у нас есть ограничения для ручной клади 5 килограмм и для центральных расписаний, рейсах, скажем так, 10 килограмм. И плюс еще бесплатный провоз багажа у нас разрешен до 23 килограмм. Правила все по размерам ручной клади, по ограничениям веса бесплатной нормы провоза, они опубликованы. Если вы летите самолетом, это можно ознакомиться в бортовом журнале. А животных как можно? Ну, если вы уже летишь самолетом, то, наверное, уже прошел для эту тех, норму. для любителей Для животных. Кто животных, любит да. путешествовать с животными, Да, скажу. кто в отпуск сейчас полетит с питомцами. Обязательно при покупке билета надо, как говорится, нас ставить в известность. Обязательно. То есть также вам расскажут требования к переноске, то есть клетка это, либо там мягкая сумка. Подчеркну, что для перевозки собак обязательно нужно заявлять породу. И паспорт ветеринарный нужен, да, с Да, прививками? соответствующие документы, да. Ну, они, Но в билет принципе, отдельный не нужен. Нет. Нет, там идет по весу. По весу. Да. То есть до скольки? То есть, если большого алабая вести, то, Ну, возможно, будет туда. то есть, чтобы он 23 килограмма должен войти, он в багажном отсеке полетит. же, да? Конечно, отдельно, да. И если будет еще перевес, то заплатят как за перевес багажа. Так, да? Правильно? Хорошо. Вот для путешественников, если стыковочный рейс, и ты опаздываешь, что делать? Обязательно поставить известность авиакомпанию, на которой вы дальше будете продолжать полет. Это первое. Если вы не явитесь и не заявите заранее об этом, то другая авиакомпания посчитает, что вы просто не явились на рейс. И возврат, там, допустим, билета будет очень затруднен. Также, если продолжение рейса на нашей авиакомпании, то есть перелет в Сочи, то также вы ставите в известность нас, что я на вашем рейсе, значит, у нас задержка, я лечу дальше на Сочи, и дальше, как говорится, получите инструкции. У нас буквально минута до конца эфира остается. Давайте напомним, куда мы можем улететь авиакомпания «Якутия», помимо Москвы и Санкт-Петербурга. У нас остается в расписании Сочи, минеральные воды. У нас в зиму мы рассчитываем, что мы будем выполнять полеты в хаб Красноярск, подстыковочные рейсы других авиакомпаний центральных. Дальний Восток, да. Харбин? У нас Харбин остается. К сожалению, еще раз говорю, количество парка нашего не позволяет сейчас максимально расширить свою сеть, хотя предложение есть. У вас есть какая-то мечта, связанная с работой?
Я думаю, по телевизору можно не говорить. Да. А можно говорить, возможно, чтобы точно, чтобы точно сбылось? Нет. Мечта любит тишину. Ну хорошо, спасибо вам за интересную содержательную беседу. Успехов в работе. Пусть Спасибо все большое. получится, пусть и неозвученная мечта тоже исполнится. На этом программа «Якутия в деталях» подошла к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.